Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей Эхо Мордовии». Виктор Борисович Махаев, искусствовед, член Совета Национального комитета ИКОМОС. Девиз у нас программы Петр Николаевич Тултаев придумал: пока мы будем безучастными, мало что изменится. Но перед переходом к новостям Мордовии за лето у меня 3 вопроса к вам, Виктор Борисович. Вот я недавно узнал, что, оказывается, по всей стране, я узнал, почему у нас нет денег на памятники, посвященные жертвам репрессий. Потому что по всей стране ежегодно или с какой-то периодичностью реконструируют памятники Ленину. Их у нас, тысячи. И вот недавно Темников выделили деньги на реконструкцию, и в том числе будут красиво реконструировать памятник Ленину. Правильно ли это, что вот на реконструкцию таких множественных одинаковых памятников бывшим вождям стоит выделять такие большие деньги? Была так называемая тиражная скульптура, такая типовая, которую штамповали в Москве и рассылали по регионам. Ну, конечно, она не представляет большой художественной ценности. Хотя, если какой-то единичный объект хорошо смотрится, почему бы его не отреставрировать? Тем более, что многие, может быть, аналогично уже исчезли. Вот. Но, конечно, в первую очередь нужно внимание обратить на уникальные произведения скульптуры, монументального искусства. Посвящены они Ленину, советским вождям или другим деятелям. Это ведь не так важно. Вся история для нас ценна во всех ее измерениях, во всех ее предпочтениях общественных. Вот. Нам важна художественная ценность этого объекта и культурная значимость этого объекта. Если они есть, значит, нужно браться за этот объект и восстанавливать. Дело в том, что не только ленинские памятники во множестве сохранились и поддерживаются в хорошем состоянии, но еще очень громадное, я бы сказал, количество и очень плохих памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Увы, но это так. Во всех селах, в поселках, в множестве городах такие памятники есть. Большая часть их бездарна. Вот, это просто кошмарно. То есть мы не можем их снести, потому что это священная тема, такая святая для каждого нашего человека. Вот. Но с другой стороны, вот это подновлять все бесконечно уже нет никакой возможности эстетической. Вот это, конечно, очень большая проблема, что с ними делать. И, скорее всего, если в Темникове выделили деньги, в том числе и на реконструкцию, то, видим, там эксперты решили, что этот памятник представляет какую-то эстетическую ценность. Это решили не эксперты, а отцы города. Отцы? Конечно. Кто это такие? Это такие очень хорошие парни, с которыми мы дружим и работаем постоянно. Отцы? Нет. Дело в том, что когда мы писали заявку на грант, который они выиграли, другие документы, мы там этот памятник не упоминали. Там был памятник, до войны, по-моему, открыт Ленину, один из первых, по-моему, если не ошибаюсь, в Мордовии. Вот, я не знаю, тот ли это памятник или не тот, может быть, это другой памятник, скорее всего, памятник 60-х годов. Вот, но какой-то такой большой ценности он, конечно, не представляет. Ну, просто знак эпохи, так сказать. Там другие надо объекты сохранять. Вот. Но так он находится на главной площади административной, возле администрации города, поэтому они решили его как-то украсить или, короче, отреставрировать. Ну что ж, это решение их. Если он им нужен, ну, пусть занимаются еще памятником. Теперь у меня вопрос, как у дилетанта в области градозащиты. Новость летом пришла, что будут строить новый жилой квартал на 9 многоквартирных домов в районе улицы Лесной, и в том числе снесут старые корпуса республиканской больницы на этой улице. И в том числе, видимо, там есть дом от 1929 года. И у меня вопрос к вам, представляет ли он ценность, вот эта избушка деревянная? Я думаю, не представляет. Дело в том, что снос – это нормальное решение, нормальный ход эволюции города, потому что все, что отжило, должно быть снесено и построено новое. Ну, разумеется, новое должно быть лучше, многократно лучше, чем старое. Вот. Но то, что какие-то рядовые объекты кончают срок своего существования, долговечно кончается и их сносят, это нормально. Вообще-то говоря, большая часть таких объектов должна быть снесена. И только уникальные должны сохраняться. Но все же объекты не могут быть уникальными, все здания не могут быть оригинальными, очень ценными, художественно, архитектурно, исторически. Конечно, какая-то маленькая часть того, что построено в городе,
Вот это надо, конечно, сохранять, выявлять, сохранять и поддерживать в хорошем состоянии. А все остальное это такой фонд. Этот дом не относится к числу Да ценных. нет, памятником он не являлся. Ну, до 29-й год, ну что ж. И последний отвлеченный вопрос. Вот было известно, что все молодые люди в Советском Союзе, как один, вступали в комсомол. И тут оказалось, что вы отказались вступать в комсомол. Как вы решились на это? Ну, во-первых, не все советские молодые люди вступали в комсомол. Довольно большой был процент тех, кто не был в комсомоле. Вот. Я видел, что... Большой это полпроцента? Нет, процентов 30, наверное. Я так думаю, особенно в сельской местности. Может, они хотели, но им не разрешали, потому что плохо учились? Да, нет, всех загоняли. Загоняли всех подряд. Но я думаю, в сельской местности процент был больше, чем в городе. В городе больше была активность такая. А вы в селе не вступили или в городе? Нет, я жил в большом городе. Тем более, почему? Ну, дело в том, что в нашем классе, там, по-моему, 14 лет, да, в 14 лет надо было вступать в комсомол. В нашем классе половина учеников была 14 лет, а половина 13 лет, а принимались 14 лет. Ну и, разумеется, кто вот достиг 14-летнего возраста, они все поголовно вступили в комсомол. Мне было 13 лет. Вот. Я просто не мог вступить в комсомол. Я смотрел на них, чем они занимаются. Сначала они с радостью стали носить значки комсомольские, а потом где-то через полгода поняли, что это какие-то обязательства, какие-то обязанности, какая-то муштра, какие-то заседания, доклады и прочее. Вот, и они поняли, что они туда попали. Вот, и когда мне исполнилось 14 лет, ну и другим ученикам тоже, они тоже вступили почти все в комсомол, а я нет. И вот они, по-моему, раз в неделю оставались на комсомольское собрание после уроков, а я торжественно вставал и уходил, и сделал им до свидания. И все смотрели на меня, конечно, с большой завистью. Вот и все. Ну, я не будучи комсомольцем, я поступил в институт, окончил его, пошел на работу, и никаких проблем никогда не испытывал. И, конечно, никакого зазрения совести у меня не было. И даже наоборот. Молодец. Вот у нас сегодня новости подобраны, рассматривайте с точки зрения того, как они могут влиять на то, что у нас, я считаю, в Мордовии происходит онкологическая эпидемия, в кавычках. Онкологическая без кавычек, эпидемия в кавычках. Вот первая новость. Выяснилось, что за 2018 год Всемирная организация здравоохранения выяснила, что Россия занимает второе место после Китая по числу смертей онкобольных на 100 тысяч населения. А Минздрав России выяснил, что из российских регионов Мордовия на втором месте. И вот за прошлый год руководитель поликлиники онкодиспансера Мордовии Шерстобитова Наталья Борисовна выяснила, за прошлый год почитала, 1380 человек в Мордовии умерли от рака. Подробнее мы потом по каждому пройдемся причине вот этого. И вот вам, как кажется, какие главные факторы, причины влияют на то, что вот у нас такой высокий уровень заболеваемости? Плохая жизнь, низкий уровень очень жизни, качество жизни очень низкое. Это очень плохое питание, очень плохая экология, очень большие стрессы. Вот все это в сумме порождает эту страшную болезнь. Жалко, конечно, что мы вот на этом месте оказались, ну что ж поделаешь. Хотя, в принципе, регион не должен быть на этом месте, потому что он аграрный, он сельский, здесь много природы хорошей. И не такая, что суматошная жизнь, все-таки миллионников тут нету. Вот. Но несмотря на это, он сюда вот залез. Это, конечно, очень печально. То есть вот ваше рассуждение говорит о том, что, в принципе, мы должны быть не так высоко, то есть для вас это тоже парадокс. Почему, да, это... несмотря на это, мы... Да, это неестественно, что мы тут оказались с этим заболеванием. Значит, вот, во-первых, что... И плохая медицина еще, конечно. Плохая медицина, разумеется. Ну, видимо, все по чуть-чуть, да. Действительно. Вот, во-первых, чтобы принимать правильное организационное решение в области медицины, должна быть правильная статистика. Выяснилось, что, вот, конечно, информационный повод. В июле столица опубликовала данные прокуратуры, что в МВД прокуратура выяснила 4,5 тысячи фактов искажения сведений.
И вот эксперты медицинские говорят, что и в медицине очень много искажается статистики в области онкологической заболеваемости. Завышают раннее выявление, число умерших от рака оказывается выше, чем зарегистрированных от рака, то есть регистрация плохая, и сваливают на неустановленные причины смерти и на старость, чтобы улучшить статистику по раку, и разные другие примеры. Как вам кажется, вот это важна ли эта проблема, что у нас все фальсифицируется? Ну, разумеется, конечно, это просто ужасно. Друг другу лжем. Это необъективная картина, да, она приводит только к усугублению проблемы. И вот чтобы разогнаться, давайте начнем с того, что похвалим власть. Вот водные объекты тоже важная часть, когда мы пьем, мы в чем-то рыбу ловим и так далее, и природные растения растут в водной среде в Мордовии. Вот у нас все-таки власть реагирует на какие-то вот нарушения. Допустим, была в июне массовая гибель рыбы в Саранке. Убедили, что это Саранск горводоканал, хотя он отказывался. Дальше на ржавую воду тысячи людей, горожан, жаловались. Тоже выяснилось, что все-таки вина Саранск горводоканала, Роспотребнадзор, их в суд даже обратился, потому что они добровольно сменили руководителя Саранск горводоканала. И Петр Николаевич Тултаев поручил очистить Саранку, запустить мальков, обновить воду, забетонировать канализационные трубы. И Мокшу будут теперь очищать до 2024 года. И последнее скажу, что около Тепличной весной был факт, что в водоеме река умерла. Тоже опубликовали данные, что действительно пробы показали пестициды. Тепличная обрабатывала поля и туда. Значит, все-таки власть, когда хочет, может и принимает кадровые решения и судебные решения. Ну, там уже была безвыходная ситуация, когда весь город вонял, поэтому, разумеется, тут только такое... Да все советское время была такая безвыходная ситуация. Ну, тогда и замалчивали. время было другое. Значит, мы лучше стали реагировать. Нет, ну, сейчас, конечно, да, власть более активно идет навстречу людям. Да, это хорошо и только поддерживается. В том числе птицефабрика Октябрьская, из ее магазинов отравились вот 26 человек, тоже мы говорили, в поселке Комсомольском. Действительно выяснилась кишечная палочка и в поселке Комсомольском, в магазине птицефабрики, и в Саранске, на улице Косарева, 41, тоже птицы в ребрышках и так далее, в бедрышках обнаружили кишечную палочку. Дальше пошли по факторам. Вот лекарства. У нас 22 июня и 26 июня в Краснослободской аптеке в Дубенской больнице прокуратура выявила нарушение хранения лекарств и снабжения льготных категорий граждан. Как вы считаете, вот у нас в Мордовии онкобольные насколько снабжены лекарствами? Я понятия не имею. Конечно, но вам думаю, как не кажется? очень хорошо, но все из этой же истории. А в целом по другим заболеваниям в Мордовии? Ну, я не специалист и не такой уж больной, чтобы знать ситуацию. Да, ну вот у меня по поводу лекарств такой вопрос. Значит, у нас чемпионат мира 2013 года был в Москве, и двое представителей Мордовии, бегуны, призовые места. И в феврале 2014 года Олимпиада в Сочи тоже. Потом выяснилось, что это 1500 допинг-проб российских спортсменов скрывали, и Следственный комитет до сих пор их прячет, чтобы там не обнаружили в них допинг. А интересно вот что уже новый тогда сбежал Родченков, руководитель, вместе с заместителем Русады, и дал показания признательные, что он скрывал пробы, потому что в феврале 2016 года, 3 и 14 отравили двух руководителей российского антидопингового агентства. И чтобы его тоже не отравили, он решил дать признательные показания, и теперь будет до конца жизни прятаться. И вот новый руководитель, замруководителя Русады, Пахноцкая, сообщила, что весной 2018 года ей позвонил бывший министр спорта Мордовии Киреев и прямым текстом сказал: ты что, не помнишь, как закончили предыдущие руководители Русада, когда она настаивала, чтобы мордовские спортсмены вышли, давали пробы экспертам? У меня вопрос такой к вам. Если общество России спокойно относится, что мы травим руководителей бюджетных организаций и фальсифицируем с помощью тоже запрещенных химических веществ спортивные мероприятия международные, почему у нас до сих пор запрещены многие виды обезболивающих, и ежегодно сотни онкобольных вешаются, стреляются, генералы МВД, армии, то есть сильные люди не могут терпеть эту боль. А мы до сих пор запрещаем какие-то виды обезболивающих, которые разрешены в мире. Ну, это вопрос специалист только может ответить. Почему одно разрешено, другое запрещено. Но что за то, чтобы разрешили. Что касается отношения общества, я думаю, это полное такое наплевательское отношение к очень жгучим проблемам спортивно-политическим. Ну, я думаю, что это связано с нашей ментальностью.
который позволяет вот такое беззаконие. Вот. Люди считают, что все это, в принципе, в порядке вещей. Когда может спортсмен нашего накачать лекарствами, и он получает золотую медаль. Вот. Люди считают, что все это нормально, все это такое должно быть, потому что другие тоже этим занимаются. Вот. И мы тоже можем также мухлевать по-черному. Вот. Это, конечно, безобразие. Ну, это как вот в семьях воров и убийц тоже считается, да все воруют, да все убивают, а почему я не должен? То есть, почему я должен быть первым лучше других? Да. И здесь, наверное, люди думают, что Россия должна просто такие препараты создавать, которые будут такие незаметны для проверок. Вот в этом направлении. Ну, бог с ним, с тем, что надо работать, думают люди, да. а не в том, чтобы запретить все это, искоренить и наказать виновных. Я думаю, так, к сожалению. Такая ментальность у нас. А по обезболивающим вы за то, чтобы идти к тому, чтобы максимум, если человек уже умирает, не нужно его спасать от наркомании, нужно, чтобы он меньше боли испытывал. Ну, не знаю, трудно сказать. Это большая проблема этическая. Я не специалист, тут специалисты должны высказаться. Да, но специалисты молчат, потому что не хотят брать на себя ответственность, чтобы их не уволили с больницы. Следующий у нас вопрос это, насколько мы снабжены врачами и заведениями медицинскими. Минздрав России считает, что в 2018 году Мордовия лучше всех в Приволжском федеральном округе обеспечены врачами, ну, по цифрам. И вот у нас до 2021 года новое здание поликлиники онкодиспансера возведут и 4 первичных центра амбулаторной онкологической помощи. Как вам кажется, это достаточно или нужно больше денег выделять на возведение медицинских объектов? Ну, конечно, недостаточно, потому что сейчас эти медицинские учреждения сокращаются, особенно в районах, в сельской местности, и люди вынуждены ехать в райцентр, только чтобы попасть к врачу. Это, конечно, очень плохо. Но, с другой стороны, у нас население уменьшается в сельской местности. И просто количество населенных пунктов резко уменьшается. И вот что вот делать, тут, конечно, какая-то система должна быть продумана, она не продумана. Вот. Но, с другой стороны, мы видим, что население страны стареет, значит, больше больных, старых людей, которым нужна помощь медицинская. То есть по логике вещей мы должны, наоборот, увеличить количество медицинского персонала, медицинских учреждений. И медицинская помощь должна быть расширена по сравнению с предыдущими годами. Вот в этом логика, по-моему, а не наоборот. А не сокращение, не оптимизация. К этому мы еще вернемся, я знаю разгадку. А вот мне кажется, что гражданин желательно каждый должен выдвигать лучшие кандидатуры на то, чтобы на те руководящие должности в правительстве, которые ему кажется недостаточно. Я вас не буду просить свою предложить, но просто прокомментировать мою кандидатуру. Знаете ли вы ее? Вот мне кажется, у нас есть человек, наш современник, которому мы будем через десятилетия ставить памятники, называть учреждения его именем, города, поселки называть его именем, улицы, проезды, проспекты. Это создатель самой многочисленной за всю историю Мордовии научной школы. У него около 200 докторов наук, кандидатов медицинских наук. Алексей Петрович Властов. Доктор наук, в кафедре он. Вот знаете ли вы его, что можете о нем сказать? И вообще, как относитесь к тому, что вот обычные люди предлагают свои кандидатуры? Ну, это ученый и преподаватель. И организатор большой. Организатор науки. Науки организатор. Но все-таки не организатор медицинского обслуживания. Но опытный хирург, знает медицину изнутри. Нет, это еще ничего не значит. Далеко не каждый специалист может стать руководителем. Это особая профессия, так скажем. Профессия очень важная. Тут требуются особые навыки и подготовка, может быть, даже. Так что из специалиста руководитель не всегда получается, не всегда вырастает. Вы сейчас такой гимн чиновничеству воспели, что только чиновник, который всю жизнь сидит в кабинете за столом, способен. Тут же мы на втором месте, по сути, на третьем месте в мире по раковым заболеваниям. Это научная проблема, нерешаемая стандартным путем бюрократических хода процесса. Нельзя это решить. Эта научная проблема может решить только человек с научной мотивацией. Я так считаю, дилетантски. Нет, совершенно нет. Организация медицины – это особый вопрос. К науке он, конечно, имеет отношение, но такое косвенное. Тут должны приниматься какие-то решения государственные и организационные. Ну, конечно, в науке медицинской есть такой раздел обслуживания медицинского населения. Я думаю, кто занимается научно этой проблемой. Вот такой вот.
Вот, но все-таки нельзя смешивать две разные профессии. Спасибо вам за скепсис, хоть впервые я с вами не согласен. Вот следующая новость у нас. Фонд социального страхования выяснил, что до 28 августа, с начала года, у нас 23 инцидента, 23 смерти в результате производственного травматизма. Кроме того, вот у нас руководитель Росприроднадзора сообщал, что если в начале 90-х 250 тысяч тонн загрязняющих веществ выбрасывалось в атмосферу, то в 2014-м 35 тысяч тонн, ну, до сих пор выбрасывается, но, видимо, меньше. Кроме того, у нас автомобильные выбросы. Вот хорошо, что объездные дороги вокруг Саранска уменьшается количество выбросов. Но есть авиационно опасный объект в Саранске. Саранский филиал НИИ технической физики и автоматизации. Потом биохимик, Лисма, оптоволоконные системы. Рузаевский стекольный завод расширяют производство. Несмотря на то, что вот ртутный цех на Лисме номер 8 закрыли в 2017 году. Как вам кажется, вот получается наращивается объем производства, вредного производства в центрах крупных городов, хотя Росприроднадзор говорит, что там фильтры, мониторинг, все, экология 100%, но можем ли мы доверять чиновникам в этом вопросе? Ну, нет, конечно, не можем доверять. Потом структура нашего города и Рузаевки, они таковы, что промзоны залезают очень близко к селительной территории, к жилой. Вот, и опасные территории перекрывают жилье очень сильно. Это по Саранску очень видно было в советского времени и 90-х годов. Вот. Ну, сейчас, наверное, не так остро стоит экологическая обстановка, потому что многие производства просто не работают. Вот. Но действительно, если на этих территориях же какое-то новое производство возникает, оно потенциально очень опасно. И это фактор высокого уровня онкозаболеваний. Кстати, вот когда вы переключаетесь, опять вы говорите, что чиновники, действительно известно, что это главное качество чиновничества, равнодушие, безразличие. Его максимум его снимут. А когда мы говорим, что нужно проблему решать, мы говорим, нет, все равно нужно чиновника поставить, профессионала в области бюрократии. Ему плевать, он идет процесс, его снимут, его поставят руководителем больницы. А ученый, он говорит, если я не решу проблему онкологии, вот я думаю, Власов, у него вся репутация порушится. Какой же ты ученый, если ты не смог вот решить, он будет стараться, а чиновник не будет стараться. Не уверен. Дальше, вот Росприроднадзор покритиковали. Теперь МЧС, вот я не доверяю Министерству чрезвычайных ситуаций. Вот, кстати, бывшего руководителя МЧС поставили главой Рузаевского района, и теперь Волков Владимир Дмитриевич его одного критикует, когда не выполняются скорость капстроительства, вот именно к нему, у него претензии, значит, как же он работал на должности. Ну, пусть он на меня не обижается, если он не услышит, хотя он не услышит. И вот я дальше, вот МЧС, его преемники, значит, они должны подготовить все предприятия, особенно опасные, чтобы какой бы природная катастрофа не случилась, мы могли быть в безопасности. На Лисме 24 июля пожар произошел, загорелся вакуумный насос, еле-еле потушили. А над Рузаевкой прошел смерч. Смерч проходит почти каждый год, это нормальное явление. Так он прошел над Рузаевским химическим заводом 28 июня, сорвал крышу над химическим заводом, разметал обшивки стен, затопил весь цех. Это что же такое? Просто несоответствие того, что построили нормам, потому что нормы, они предусматривают долговечность, неизменяемость конструкции, в том числе и крыши, и стен. Значит, могли умереть десятки тысяч людей, если там химические это вещества смерчем могло разметать. Ну, все верно, да, это построено не по правилам, не по нормам. Ну, построено, ладно. Но МЧС платят деньги за то, чтобы они проверяли, в каком состоянии подготовлено. Ну, и мониторинга не было соответствующего, конечно. То есть он был, но плохого качества. Ну, да. Вот я считаю, вот вы правильно говорили насчет того, что нужно, наоборот, несмотря на то, что увеличивается как бы формальное качество медицины, и вроде бы оптимизация должна быть, нет, наоборот, должно увеличиваться количество вот именно в этих отраслях сотрудников в медицине. А то у нас в армии, в спецслужбах, в правоохранительной системе самое большое число в мире на душу населения, а нужно именно в медицине. И вот я считаю, вот в ком у нас спасение. 3 вещи. Международная помощь. Вот у нас Greenpeace России в июне сотрудники помогали тушить пожары в Мордовском заповеднике. Потом Организация по запрещению химического оружия. Россия выделила деньги на уничтожение химического оружия до 2020 года. И мы уже похвастались в 2017 году, что все уничтожили, хотя это неправда. Дальше. Добровольцы, волонтеры. Вот у нас пожарные охраны летом
почитали, что сейчас 4227 человек добровольцев в области пожарной охраны. И якобы сами они уже потушили 57 человек. И вот основная надежда на меня, что вот есть альтернативная гражданская служба. Вот весной было сообщено, что более 1000 человек пошли на танках кататься, на самолетах, новый курортный полуостров захватывать у соседней страны. А в альтернативную службу пошли только 2 человека. А я считаю, надо довести за несколько лет вот сотрудникам Минздрава, чтобы почти 100% всех призывников Мордовии шли в альтернативную гражданскую службу, в больнице. Потому что как ты можешь идти летать или на бронетранспортер кататься, если у тебя соседи по лестничной площадке в округе 1000 людей умирают от рака, а ты идешь, понимаешь, учиться там на десантника, с парашюта прыгать. Вот более главная проблема, мне кажется, для каждого гражданина Мордовии. Как ты считаешь? Ну, наверное, я согласен с этим, что есть очень такие тяжелые работы в том же населенном пункте. И они не позорные, как у нас считается. Да, где очень требуются руки рабочие. Вот. И, конечно, туда никто не идет по ряду причин. Вот. Сюда нужно привлекать, конечно, таких вот новобранцев. А вы считаете, что действительно у нас в обществе считается, что если ты идешь учиться убивать американцев, то ты мужчина. А если ты помогаешь женщинам, там, бабушкам, дедушкам, больным, онкобольным, то это что-то такое недостойное мужчины. Перекос у нас такой. Да, совершенно верно. У нас общество такое это еще Злое. Постсоветское, да, патриархальное, советское какое-то. И вот эти все стереотипы, такие самые плохие, они все сохранились, они очень живучие. И, наверное, именно поэтому у нас уровень семейного насилия, где отцы бьют жен, детей, бабушек, дедушек, самый высокий в мире. Я не знаю насчет самого высокого в мире, он очень высок, конечно, это уровень насилия. Вот это все оттуда. И по числу убийств на душу населения Россия на 2-м месте в мире. Это же тоже наше общество. Да, это мы наше друг общество, друга убиваем. оно очень жестокое, да. Это ненависть, которая в обществе разлита во всех слоях. Это, конечно, очень плохо. Известно ли вам что-то о захоронении боевого химического оружия на территории Мордовии? Нет, неизвестно. Нет. Это все мне отвечали гости. И я сам год назад еще не знал. Был такой ученый Лев Александрович Федоров. 12 августа исполнилось 2 года со дня его смерти. Доктор химических наук посвятил лет 20 последней жизни выявлению мест захоронения биологического и химического оружия на территории Советского Союза. Он выяснил по документам, по архиву, что вся страна замусорена свалками, более 500 мест просто бросали, зарывали легко или утапливали на дно. Весь Советский Союз просто свалка химического, биологического оружия, которым мы хотели уничтожить Америку, а уничтожаем свой собственный народ. И вот он опубликовал документ в 2001 году. И столица С написала репортаж и интервью взяла в 2001 году Валерий Ярцев, замечательный журналист. И выяснилось, что под военным складом номер 62 находится до сих пор захоронение боевого химического оружия иприта и фосгена, которым в Первую мировую войну убивали друг друга, потом запретили. 2 версии, где он находился. Военная база на Саранске, это как раз называлась военный склад 62. Или там находился, и в июне там был пожар, 3 склада деревянных сгорели, и черный дым до небес. Но более вероятная версия, что он находился, и вот журналист столицы С пообщался с местными жителями в центре Рамаданова, станция Красный Узел. Там находилось не менее 4 длинных, более 150 метров складов полуподвальных. Это около нынешней нефтебазы за железнодорожным переездом. И, видимо, там вот находится под землей. Недавно там полигон мусорный горел. Если бы он горел над этим, то это все взорвалось. Десятки тысяч жителей Рамаданова умерли бы. Потом нефтебаза могла взорваться, сдетонировать тоже. Пол Рамаданова умерло бы от этого боевого химического оружия. Потом выделяют деньги на реконструкцию парка. Зачем выделять деньги? Тратить, если у вас тут, понимаешь, под землей в нескольких 100 метрах находится такое смертоносное оружие массового уничтожения. Как относитесь к тому, что удостовериться, есть ли оно, если есть, достать, утилизировать и видеть светлое будущее, приветствовать? Ну, тут 2 проблемы. Первое, все-таки установить, что это именно это место, потому что, скорее всего, это материал секретный, и все будут сопротивляться инстанции по раскрытию этих документов. И второе, а куда переместить-то? Раз вы говорите, что вся страна усеяна такими могильниками, куда перемещать-то? Взорвать. Это тоже требует очень больших средств. Перемещение такой массы веществ куда-то на полигон
и уничтожение. Это все очень дорогостоящие мероприятия. А компенсация десяткам тысяч умерших рамадановцев через 10 лет потребует денег? Но об этом же никто не думает. О том, что все это отравляет или уничтожит жизнь. Об этом, к сожалению, не думают. Да, но у нас счастье в том, что до 2020 года, еще несколько месяцев, международная организация по борьбе с химическим оружием выделяет деньги России. Только мы похвастались на 3 года раньше, что у нас все есть, все кончилось. Надо вот последние месяцы использовать на то, что это. Дальше. В топку к этой новости, то, что вот у нас в Рузаевке нашли ржавую гранату, все, взрывотехники, дети нашли, взрывотехники пришли, все, значит, ЧП, потом на полигоне взорвали, или в Кавылкинском отделе тоже человек хотел охотничий порох продать, тоже ему сейчас до 5 лет грозит. А тут, понимаешь, такая вещь, которую кто-нибудь может украсть, тоже попытаться в Сирии продать, в Северной Корее. И у нас никакого переполоха нет. Должен быть. Ну да. Ну, Чернобыль, конечно, можно да. назвать это государственным преступлением, но как-то это очень страшно звучит. Очень страшно, согласен. Чернобыль. Ядерные осадки упали. Значит, 14 субъектов России пострадало. В Мордовии 28 населенных пунктов, 13 тысяч человек от осадков, 2000 детей. В стране 830 тысяч ликвидаторов. Из них 130 тысяч уже умерло. Средний возраст умерших 43-45 лет. Как вы считаете, вот Чернобыль до сих пор влияет на то, что вот онкобольные? Наверное. Конечно, есть прямая связь. Может быть, с тех пор это и тянется. Один из детонаторов этого процесса, да, Чернобыль, конечно. Потом я тоже вот год назад выяснил, что, оказывается, у нас в 1963 году был в мире соглашение, что больше не делать ядерных взрывов на Земле, в воде и в космосе. А под землей можно было. И поэтому Советский Союз и Америка начали дубасить. И если Америка только сделала взрывов 34, и то они только на военных полигонах, то у нас только за пределами военных полигонов 169 ядерных взрывов. В том числе вот я вокруг Мордовии посчитал, в Башкортостане было 7 ядерных взрывов, в Республике Коми 3 ядерных взрыва, в Пермской области 10 ядерных взрывов. Вот это все у нас. Кроме того, в 1954 году на Тотском полигоне для того, чтобы создать организацию Варшавского договора, Жуков, замминистра, пригласил представителей соцстран и организовали учения. Ядерная бомба падает на Тотский полигон. Через полчаса 320 самолетов советских с летчиками прилетают через ножку ядерного гриба, сбрасывают боезапас. И еще через 1,5 часа 45 тысяч советских солдат проходят через эпицентр взрыва с разных сторон. И чтобы продемонстрировать, что даже после этого останется как минимум 50%. И потом выяснилось, 45 тысяч солдат заражены обучением, 10 тысяч мирных жителей заражены обучением. Вся техника разъехалась по Советскому Союзу облученная. Со всех взяли подписку о неразглашении на 25 лет. Это тоже влияет? Радиация? Ну как же, конечно. Я был на Тотском полигоне в 1982 году, у нас там были курсы после окончания института. Но это просто Марс какой-то, ландшафт Марса. Ничего там не растет? Нет, ничего не растет. И люди там, конечно, чокнутые. Какие? То есть на интеллект отразилось новое поколение, да? Ну, это в том, что ландшафт влияет на самочувствие человека очень сильно. Еда, вода, это все, конечно, просто ужасно. И оказалось, что выбрали именно вот этот Тотский полигон, потому что территория напоминала территорию Германии, на которой хотели, понимаешь, с Америкой воевать. Ну, это европейская часть России все-таки, хоть и восточная окраина. Очень плоская, громадная такая степная равнина, без поселений, поэтому там и расположились. У нас интересное событие произошло под Северодвинском. Ядерный взрыв, такой небольшой. Умерла в результате, взорвалась при испытаниях крылатая ракета, которую мы хотели уничтожить десятки миллионов американцев. И Федеральное собрание России 1 марта 2018 года аплодировало, как у нас летит на западное побережье ракета «Буревестник». А когда у нас взорвалась под Северодвинском, все замалчивают, уже никто не аплодирует. Потому что будут умирать только российские граждане от этой крылатой ракеты. И в том числе умер уроженец Темниковского района Сергей Евгеньевич Пичугин. Там выброс радиации произошел в десятки раз. Кратковременно, конечно, но это тоже влияло.
это облако радиоактивное пошло над Северодвинск и рассеялось над ним. Это был третий солнечный день. Людям не сообщили о радиации. Люди гуляли с детьми, радовались жизни. 4 из 6 станций мониторинга в России засекретили свою информацию. Министерство здравоохранения Северодвинска тоже засекретило. Врачи, которые лечили, пытались спасти людей с вот этим радиоактивным случилой болезнью, им не сообщили, с кем они работают. Поэтому у одного врача уже радиоактивный изотоп в мышечной ткани. Лечебное отделение Архангельской областной больницы облучено. Теперь, получается, сносить надо это здание, туда нельзя там лечить. Это тоже все влияет на онкоболезни в будущем? Ну а как же, конечно. Ну это гонка вооружений. Какой? Гонка вооружений, гонка, которая, во-первых, уничтожает самих жителей нашей страны. Это гонка не подконтрольна обществу, разумеется. Вот. Общество, собственно, и не занималось никогда этим вопросом. Вот. И просто послушно умирало на всех этих отравленных территориях. Но все-таки общество вначале оно голосует за тех, кто предлагает уничтожать Америку и увеличивать ядерное оружие, а потом уже умирает. Конечно, а потом уже умирает. Ну, да. То есть не то, что пришла какая-то оккупационная власть и наше общество бедное уничтожает. Ну, общество пока было согласно с такой судьбой, быть под защитой мощного государства, но терпеть вот такие вот ужасы. Да, у нас общество такое, значит, у нас родители Сталина все его детство избивали, Иосифа Виссарионовича, сделали его калекой, рука поломана, нога покалечена, и отец и мать его избивают, соседи знают об этом. Потом он маму в 30-х годах спрашивает: мама, ты почему меня так часто избивал? А мама говорит: ну, мама, видимо, больной психический человек, пусть он не обижаются родственники. Она говорит: вот поэтому ты такой хороший вырос. Естественно, он не ненавидел весь мир. То есть соседи нормально относятся, что дом избивают, на улице избивают, убийства, войны, нападаем на соседние страны, ядерное оружие смертоносное, и потом сами умираем от этого оружия. Но это жестокость, которая в традиции 19 века, традиция деревни, и русской, и нерусской, традиция города старого, дореволюционной истории и советской, особенно сталинского времени, конечно. Время очень жестокое. И вот у нас после Чернобыля Горбачев выступил через 18 дней и сообщил частично правду населению. А сейчас прогресс, все-таки общество у нас эволюционирует. Вот президент страны Владимир Владимирович через 11 дней выступил, но пока сообщил, что никакой угрозы нет в Северодвинске, никакого повышения фонда тоже нет. Ну, я от себя скажу, что он ввел в заблуждение. Вот у меня последняя новость такая, где мы берем для Мордовии пример с других стран, чтобы нам вот ускорять эволюцию. И вот я считаю, что надо брать пример в данном вопросе со Скандинавии, потому что и после Чернобыля мы узнали о том, что такое радиоактивное излучение идет, и облако, оно 4 раза вокруг Земли прокрутилось, радиоактивное облако, только из скандинавских средств массовой информации, из скандинавских органов власти, которые обратились к власти советской и стали писать в СМИ, и из-за этого уже весь мир узнал. И в этом году тоже, 9 июля 2019 года, норвежская экспедиция над атомной подводной лодкой «Комсомолец» советской сделала проверку и выявила там превышение в 100 тысяч раз уровня радиации. Как вы считаете, вот нужно ли нам раскрывать, обнародовать всю общественно значимую информацию и не скрывать вот от этого глупого народа, которого ничего не разбирается, всю информацию? Ну, всю не всю, но, конечно, большую часть информации нужно показывать, как она есть, объективно. Но ваше предложение брать пример со Скандинавии, оно совершенно некорректно. Потому что? Потому что скандинавские страны – это особые, мирные, демилитаризованные страны, где жизнь совершенно идет по другим законам, по экологическим, по очень современным. Там и население совершенно другую структуру имеет. Это такие довольно небольшие страны в Северной Европе. Наша страна совершенно другая. У нее другая история, другая география, другая экономика. Вот наша страна милитаризована в очень сильной степени. Она сейчас вошла в гонку вооружений. Вот, поэтому все плохое, что было для этого характерно в советское время, оно сейчас очень сильно проявится. Вот, и никакого вот тут сравнения с какими-то скандинавскими странами быть просто не может.
Они решают свои проблемы и успешно решают. Мы пытаемся поставить перед собой другие совершенно проблемы. Как они будут решены, еще неизвестно. Но это совершенно другая жизнь. Поэтому брать пример с них просто нельзя. Виктор Борисович Махаев, спасибо вам большое.